Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». В студии работает Сергей Михедов. Глава Якутии Айсан Николаев выступил с ежегодным посланием Государственному собранию «Илтумен». В своей речи он затронул множество важных для всех якутян тем, задал вектор на год вперед. Предстоящий год объявлен в Якутии годом труда, а трудятся на благо родных сел и городов жителей региона. Каждый из нас вносит вклад в развитие республики своим ежедневным профессиональным трудом, желанием развиваться и делать жизнь лучше и комфортнее. И да, уважаемые телезрители, мы с вами являемся так называемым человеческим капиталом. Стоит пояснить, человеческий капитал – это совокупность всех людей на одной территории, которые способны делать экономику более развитой. И он состоит из таких элементов, как образование, здоровье и культура. Чем выше качество человеческого капитала, тем выше качество жизни общества. И сегодня у нас в гостях программный директор пространства коллективной работы «Точка кипения Якутск», с которым мы поговорим о развитии человеческого капитала, обсудим послание главы и подведем итоги работы «Точки кипения» в уходящем году. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер, Сергей. Ну, давайте начнем наш разговор с обсуждения послания главы. Вот, поделитесь впечатлениями, смотрели, слушали, что бы для себя отметили. Но каждый год, когда мы слушаем послание главы, да, мы понимаем для себя, какие же стратегические направления будут в следующем году. И первое, что я услышал, ну и все, наверное, тоже услышали, да, то, что следующий год будет посвящен труду. И, на мой взгляд, это такое символическое значение для того, чтобы мы действительно в сложный период для всего человечества, скажем так, мы должны больше трудиться, достигать новых результатов, делать так, чтобы наша жизнь стала лучше. Вот. И, конечно же, еще про то, что ключевую роль во всем этом имеет такое понятие, как человеческий капитал, о котором вы очень хорошо сказали. Это действительно неотъемлемая часть нашей как социальной, так и экономической жизни. Ведь если в стране, в регионе, даже в отдельном населенном пункте экономика будет развитой, то, и, соответственно, качество жизни будет лучше. А экономика, она состоит от тех компаний, предпринимателей, либо организаций, которые создают рабочие места, выпускают, либо предоставляют какие-нибудь услуги, ну, выпускают товары, продукцию, услуги. Вот, собственно, так. Ну и, конечно, чем мы будем образованнее, как общество, как люди, жители нашей республики, чем лучше у нас будет здоровье, чем выше культура, скажем так, тем комфортнее будет в нашем регионе жить, в том месте, где мы трудимся, вот, воплощаем в жизнь наши разные идеи, в том числе вот смелые, которые появляются в точке пения. Я думаю, об этом мы еще обсудим. Да, поговорим обязательно. Ну а задать вопрос гостю программы можно в прямом эфире по телефону в Якутске 42 14 39, ну или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp +7 914 235 05 02. Наш Алдархан сказал, что главная задача сегодня привести развитие человеческого капитала и технологический процесс к единому знаменателю. Вот что подразумевается под этим, что нам всем нужно сделать? Во всем мире понятие человеческого капитала, ну и технологическое развитие, да, оно является очень таким, скажем, ну, неким драйвером, двигателем прогресса, двигателем развития общества, нашей жизни. И для того, чтобы вот, точка пения и сфера моей деятельности, она ведь связана так или иначе с передовыми какими-то такими процессами, событиями. Вот. И мы, как точки пения по всей стране, у нас уже порядка 160 таких пространств в разных городах. И, собственно, вот мы упор делаем на то, чтобы люди развивались, то есть человеческий капитал развивался. Для того, чтобы эти люди могли в дальнейшем способны были создавать новые технологии, чтобы у них эти технологии они внедряли в жизнь, чтобы они были успешны, в том числе с точки зрения бизнеса, с точки зрения научного задела и так далее. Да? И, само собой, технологическое развитие, оно прямым образом влияет на то, как мы живем. Вот, будучи даже гостем эфира, я
могу донести свои мысли до жителей нашей республики, до тех людей, которые живут в каких-нибудь, в отдаленных уголках, скажем так. И все это технологии. Вот представьте, 100 лет тому назад, какое было образование, да, в России, в Якутии, на территории Якутии, да, современной. Как мы жили, были ли технологии, как они нам помогали, вообще в целом. И сейчас такое время, когда действительно люди и такое понятие, как человеческий капитал и технологический прогресс, они очень актуальны. Очень актуальны, потому что мы испытываем переход, это профессиональный термин, переход на новый технологический уклад. Технологический уклад, и он уже 6-й, получается, мы уже пережили 5 укладов. Поэтому, когда происходит переход на такой именно технологический уклад, конечно, он социальный, сельский уклад мы иногда называем тоже в своей жизни, городской уклад жизни, общество тоже меняется. Например, Япония, она ставит такую задачу, как развитие общества в формате общества 5.0. То есть это уже более технологически развитое общество. Конечно, Япония всегда на передовой в этом плане, но общество 1.0 – это общество охотничье, которое занимается еще собирательством. То есть на данном этапе, конечно, мы можем видеть, как в нашем родном регионе уклады жизни, они разные, и, конечно, люди занимаются хозяйственной деятельностью по-разному. Кто-то занимается в IT-сфере, да? Кто-то занимается внедрением технологий, кто-то занимается собирательством, да, ягод, пчеловодством, картошку садит и так далее. Очень разные, такие разные уровни, не то чтобы уровни, наверное, да, а образ жизни, уклад жизни, который так или иначе обогащает наше общество. Поэтому с точки зрения развития общества, с точки зрения экономики, технологии и люди, они на сегодняшний день, в ближайшие 10 лет, это уже началось с 2020 года, можно сказать, это десятилетие до 2030 года, люди и технологии, они являются решающими. Мы испытываем, как к нам приходят технологии, я люблю так называть, нового порядка. Поэтому, да, нам стоит всем понимать и очень серьезно относиться к такому понятию, как человеческий капитал, технологический прогресс, и чтобы, неважно, где человек проживает, в городе, в селе, они понимали, что это то, что обязательно придет, и то, что происходит, скажем так, да, и мы это должны правильно воспринимать, правильно это называть, применять в своей жизни, и исходя из этого и развиваться самим также, да, собственно так. Действительно, технологии двигаются вперед. В своем послании глава Якутии отметил, что сегодня более 90% жителей Якутии имеют доступ к высокоскоростному интернету. Да? Это, конечно, здорово. Это позволяет развиваться, да, дает больше возможностей для роста, развития, да, разных территорий. Но, скажем, в арктических районах живут люди с традиционным укладом жизни, который не хочется, может быть, даже нарушать. Да, да. Стоит ли туда приходить этим новым технологиям? Вы знаете, мы в последнее время, в этом году так получилось, что с Анабарским районом, национальным вузом нашей республики мы стали плотно работать. И там мы тоже в той или иной степени присутствуем, как точка кипения, которая занимается развитием территории, неважно, это город, село, опять же, да, арктический район или не арктический. И мы с арктическим районом, с Анабарским, да, плотно работаем. Там пришел недавно интернет, в середине ноября, в конце, ноября запустили ВОЛС. И за счет технологий, за счет такой технологии, как интернет, быстроскоростной интернет, у людей есть возможность делать свою жизнь лучше и иметь доступ к тем благам, которые есть у тех людей, которые не живут в арктической зоне. Но на главный вопрос, отвечая, технологии и уклад, который есть у коренных малочисленных народов Севера, например, да, такой, стоит ли на это влиять или нет, но здесь, наверное, надо понимать то, что это естественный процесс, когда человек,
ну, неважно, где он живет, он все равно хочет сделать так, чтобы у него жизнь улучшилась, чтобы было то, что есть в городах, в центральной части, да, нашей республики, там, неважно, может быть, там, в Москве что-то появилось, и он тоже думает, хочу я, чтобы здесь у меня квадрокоптер летал, следил за там, оленями, например, да. Вот. Собственно, технологии, они так или иначе уже есть, да. Там и на буранах люди есть, это тоже технология. Конечно. Да, на охоту ходят, у них ружья технологически развитые, скажем, да, это тоже технология. Вертолеты есть, я не знаю, там что. Собственно, все, чем мы пользуемся, и все, что делает лучше, удобнее нашу жизнь, это, ну, как бы нормально. Я думаю, потихонечку, аккуратно заходить, но как бы с пониманием того, что вот арктическую цивилизацию нужно сохранять. То есть это очень важно. То есть нельзя вот так прийти и сказать, давайте вы будете жить по-другому, потому что вот в Японии так живут, там, например, грубо, да, говоря. Вот, поэтому, ну, надо осмысленно подходить к этому вопросу и, как бы, ну, очень... Вот сейчас понятие же есть устойчивое развитие. Вот именно вот с этим надо иметь в виду. И, кстати, Александр Сергеевич обозначил, есть НОЦ «Север», территория устойчивого развития. Вот, на мой взгляд, с точки зрения развития человеческого капитала, это очень такой серьезный проект. Как-никак люди ученые, люди, которые разрабатывают какие-то, ну, опять же, технологии, внедряют, вот, они обеспечивают развитие человеческого капитала. Ну, а чтобы стать ученым, еще нужно получать образование, да? И Александр Сергеевич в своем послании очень много уделил этому понятию, и что будет в целом в области образования. Ну вот про устойчивое развитие Александр Сергеевич говорил и в прошлом послании, и в новом послании. Может, давайте поясним нашим телезрителям, что в себя включает это понятие, вот, устойчивое развитие. Мы часто слышим о таком понятии, и чаще всего об этом стали говорить разные крупные предприятия, министерства, и на разных форумах, конференциях мы, ну, уже не первый год слышим об этом. Вообще о таком понятии сказали в мировом сообществе, в ООН приняли 19 целей устойчивого развития. И вот, собственно, это является неким ориентиром, который позволяет, как бы, обеспечить качественный уровень жизни людей, независимо в какой части планеты они проживают. Вот поэтому все, что мы, если так по-простому сказать, все, что мы считаем как бы важным, ну, как бы важным для нашей жизни с точки зрения экологии, с точки зрения труда, с точки зрения там, качества жизни, там, снижения преступности и так далее, вот это все входит в понятие устойчивого развития. Ну и благодаря устойчивому развитию мы понимаем, что завтрашний день он стабильный, да, следующий год он будет устойчивый, ну, то есть понятно, что ничего не произойдет, но что-то в таком ключе. И вот это тоже очень важное понятие, которое нам стоит иметь в виду в своей повседневной жизнедеятельности. Вот вы работаете с большим количеством людей, как с нашими ребятами, так к вам приезжает большое количество экспертов. Себя всегда очень трудно оценить. Вот. Порой со стороны гораздо лучше видно, вот какие сильные стороны эксперты отмечают у якутян, и какие сильные стороны назвали бы вы. Вот за ноябрь и декабрь действительно приехало очень много видных экспертов, с которыми общество работает, да, в частности, вот, наше окружение в точке пения. Это генеральный директор президентского фонда культурных инициатив, например, да, его заместитель тоже вот недавно был. То есть регулярно заезжают, смотрят, знакомятся с тем, что у нас происходит. Здесь, я думаю, что мы отличаемся вот в Якутии своей креативностью, способностью мыслить глобально, неординарно и предлагать свои какие-то уникальные решения, да, в технологическом, опять же, плане, так и создание некого креативного продукта. Вот мы много слышим про креативную индустрию, креативную экономику. И здесь мы действительно передовой, и вся республика уже, наверное, знает и слышит, что Якутия в этом году
стала победителем в номинации «Креативный регион». Вот. Собственно, это показатель того, что Якутия отличается своей креативностью. Здесь живут очень талантливые люди, очень идейные, и как бы они, скажем так, благодаря своим идеям, своей деятельности улучшают нашу жизнь. И это видят эксперты и наши проекты, которые подаются на разные конкурсы грантов. Сейчас это очень популярно, это очень нужно. И в этом плане, в проектной деятельности жители нашей республики, они показывают, на мой взгляд, очень хорошие как бы, результаты, да, и успехи. Ну, вот на эту креативность, наверное, в большей степени как раз-таки влияют как раз-таки вот современные технологии. У нас очень долгая зима. Люди имеют возможность, например, долго находиться дома, да, из-за того, что зима. И, соответственно, с помощью этих технологий смотреть фильмы, например, да, что, быть насмотренными, проще говоря, да, например. Заниматься какими-то новыми разработками, да. Не просто ходить гулять по улице, там, когда, например, хорошая погода, климат как бы тоже сказывается, да. Но все-таки технологии на этом обязательно сказываются. Или здесь есть какая-то другая специфика, как вы считаете? Ну, то, что вы сказали о том, что вот, как бы в таком климате, когда действительно на улице не погуляешь, чаще хочется находиться в теплом помещении, это тоже играет свою роль. Но, на мой взгляд, еще есть какие-то, есть такое понятие, как культурный код, есть такое понятие, как пассионарная энергия. И вот это все действительно как-то вот воздействует, влияет под позитивным влиянием таких понятий мы можем выдавать что-то неординарное, да, что-то оригинальное, и в своем стиле, как бы своя идентичность в этом как-то проявляется. Вот. Поэтому культура и то, что мы в своей деятельности действительно как пассионарны, находясь в отдаленном таком регионе, как бы варясь в собственном соку, вот мы можем это делать. Ну и важно здесь понимать о том, что создаются, в принципе, условия для того, чтобы люди создавали свои проекты, реализовывали свои идеи и выводили его даже на мировой уровень. Вот. Поэтому создание благоприятных условий, например, точки пени 4 года существует, в следующем году уже 5 лет будет. Регулярно люди приходят, и особенно в зимнее время, чаще, больше мероприятий. Вот, собственно, я сейчас пришел там, после рабочего дня, и сегодня там был мозговой штурм такой команды, которая занимается созданием, уже запустили они мета-среду «Обращайся», и это очень хорошее IT-решение. Вот, и они думали, как дальше развивать свой проект. Там было порядка 15 человек. Были также представители туристической индустрии, есть ассоциация туриндустрии Якутии, и они тоже в формате онлайн-офлайн обсудили свои вопросы. Вот, то есть постоянно приходят, и постоянные команды есть, которые со своими проектами культурными, например, Кандыкан, многие тоже знают, вот, регулярно там находятся. И как бы созданы условия, и это очень здорово. Это, как бы, надо больше таких пространств создавать. И это новый формат развития человеческого капитала, опять же, и технологического развития. Очень часто наши гости отмечают тот факт, что молодежь Якутии очень прогрессивная, активная, целеустремленная. Вот насколько вы согласны с этим утверждением? И какой совет вы дали бы молодым ребятам, которые сейчас учатся в школе и не могут определиться с выбором профессии? Буквально на прошлой неделе у меня была встреча с старшеклассниками 10-й школы. Было онлайн, я из точки пения провел для них некий, не то чтобы семинар, это просто была некая беседа, поделиться своим жизненным опытом. Мы все тоже были школьниками, да, подростками, когда-то заканчивали школу, думали о своем будущем, и родители тоже подсказывали, там, учителя тоже там какие-то такие профориентационные мероприятия были. Сейчас их стало больше, и сейчас как бы больше, на мой взгляд, освещается о том, какие сферы, какие профессии будут актуальны в ближайшие 10 лет. Какой бы совет я дал? В первую очередь надо заниматься тем делом, которое близко к сердцу и в чем человек имеет какую-то способность. И от этого зависит то, как человек будет развиваться. Если он занимается своим делом, он занимается этим в удовольствие.
Он проводит время с единомышленниками, он общается в своем кругу с теми людьми, которые им интересны. И за счет общения, коммуникации человек получает новые знания и развивает так называемые гибкие навыки. Это коммуникативность, креативное мышление, работа в команде, системное мышление, ну и так далее. И это все очень помогает человеку в будущем в своей работе. То есть, мой жизненный опыт, он именно такой. Долго занимался брейкдансом со школьных лет, и параллельно я и учился, там, юридический, первое образование юридическое, юрфак заканчивал здесь, ЕГУ тогда еще. Но при этом я все равно стремился к развитию, получить новые знания, профессии. И то, что я занимался своим любимым делом, еще это было чуть ли не профессионально, и я дальше развиваюсь. Это мне тоже способствовало тому, чтобы стать профессионалом в другой сфере. Поэтому я бы пожелал школьникам, подросткам, и молодежи студенческой, и людям, которые хотят себя найти в чем-то другом, ищут новую профессию, либо хотят стать в будущем профессионалом, нужно понимать, в чем ты можешь быть уникальным, что тебе будет приносить удовольствие, и то, чему ты готов будешь посвящать каждую минуту своей жизни, грубо говоря. И, наверное, больше двигаться как-то, стремиться, пробовать. Конечно, да. То есть, цели надо ставить, цели надо стремиться достигать каждый день. Не то, чтобы каждый день, но время от времени совершать шаги к своей цели, к своей мечте, скажем. Вот онлайн-формат очень плотно вошел в нашу жизнь. Насколько он может заменить офлайн в будущем, или живое общение все-таки ничем не заменить? Я жду, когда придет время, мы будем проводить свои мероприятия, встречи, и даже и такие эфиры, когда человек, находясь вообще в другом месте, он подключается, но не через камеру, через какое-то приложение, а через, как называется, эти галогенные технологии. Как голограмма, например, да? Да, то есть, чтобы я здесь виртуально находился, грубо говоря. Я, конечно, жду такого времени, но, тем не менее, живое общение, живое, если я сейчас находился онлайн, а когда-то тоже я интервью так давал, рассказывал в период пандемии, было не очень комфортно. Человек не может полностью раскрыться, скажем так. Поэтому для того, чтобы больше понять человека, больше рассказать, понять эмоции человека, этого не хватает. Мы регулярно в «Точке пения» проводим мероприятия, практически каждодневно проходят, и не наши мероприятия, приходят люди, проводят свои мероприятия, часть людей сидит онлайн. Но онлайн же открывает новые возможности, онлайн-мероприятия. Люди, которые живут в удаленных уголках, там, где есть интернет, они имеют возможность пообщаться с другими, приобщиться к какой-то новой теме, интересующей, либо пообщаться с экспертами, которые приехали в Якутск, они сами в каком-нибудь удаленном населенном пункте, в Белой горе человек находится, и он может спокойно к нам присоединиться онлайн и общаться. Поэтому в этом есть плюс. Но офлайн никто не отменял, надо вживую чаще видеться. Технологический суверенитет нашей страны, вопрос, который стоит достаточно остро из-за санкций, все это понимаем. Я знаю, что этот вопрос очень подробно обсуждали на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг». Расскажите, какие вопросы обсуждали, к чему пришли? В последнее время, опять же, такое понятие, как технологический суверенитет, кадровый суверенитет, экологический суверенитет, и так далее. Эти понятия входят в наш в обиход, и мы чаще об этом слышим и через телевизор от экспертов. А это понятие, можно сказать, таки ввели благодаря архипелагу, этому интенсиву. Это мероприятие было в Севастополе в июле месяце. Проходил этот интенсив порядка 2 недель или 11 дней. И на протяжении всего интенсива приезжали в разное время разные люди из разных сфер. Университеты, институты, госкорпорации, предприятия, технологические предприниматели либо стартаперы, педагоги, команды точек кипения,
студенты даже были. И там происходили такие, ну, это же образовательный такой практический интенсив, то есть часть времени мы получали новые знания. Была подготовлена обширнейшая программа, где были привлечены эксперты как российские, так и зарубежные, и можно было из их уст услышать те знания, которые, ну, просто так где-то ты не найдешь. Может быть, там в интернете поищешь, найдешь, но вот именно человек, который профессионально этим занимается, там уже десятки лет, ты слушаешь и понимаешь, как бы становишься профессиональнее в своей области. И еще вторая часть практическая, она проектная была в основном. Мы поехали туда как команда от региона, туда же приехали, ну как, отобрали, по-моему, как бы не ошибиться, 16 или 19 или 25 регионов, да, вот, собственно, Якутия тоже прошла, и туда приехали такие мультикоманды из разных сфер и предлагали свое решение, чтобы обеспечить в той сфере, которую они считают нужным, технологический суверенитет. Вот поэтому именно про это понятие мы там очень много слышали, тоже говорили и предлагали свои решения. Вот, но он возможен, технологический суверенитет? Это ну, такой непростой вопрос. Он, я думаю, возможен, но нужно очень много времени. Вы представьте, чтобы по критическим технологическим основам, фундамент, вот есть технологический фундамент для развития государства. Это производство там, товаров широкого потребления. Чтобы он появился, там используется оборудование импортное. Да, либо какие-то отдельные части, элементы там, того или иного транспортного средства, опять же. Да, вот. То есть, чтобы полностью обеспечить в наше время технологическую независимость, это как бы много времени нужно, и это нужно быть по всем параметрам и направлениям быть независимым. То есть это некая экосистема своя, где все свое, но это практически невозможно, потому что мы прошли через такой период времени, как полнейшая глобализация, да, когда производственные цепочки, они были разделены на то, что вот, часто люди, наверное, видели там, это тоже вот в рамках точки пения есть эксперты, рассказывают. Автомобиль, он состоит из отдельных элементов, агрегатов, и каждая часть где-то в какой-то стране производится. И те же самолеты, опять то же самое. И как бы каждая страна борется за то, чтобы именно та часть автомобиля, она была как бы, она производилась вот в той или иной стране, например, в России, либо в дружеском Китае, грубо говоря. Да? Вот, собственно, технологический суверенитет, он по критическим таким технологиям возможен, и над этим работают. И большая группа людей, связанных с точки пения по всей России, вот, там, самые технологические университеты, научные институты, госпредприятия, компании, корпорации, они все вот в этой сфере работают. И мы так или иначе имеем отношение к этому, как точки пения. Если это возможно, то, наверное, в будущем, да, пока не можем заглянуть слишком далеко, но это возможно, по крайней мере. По крайней мере, теоретические основы для этого уже есть, наверное. Да, лет еще 5 поживем, да, там уже будет, там уже, наверное, будет что-то видно, да? Вот давайте поговорим про точку кипения. Вот расскажите о вашей команде, вот как стать ее частью. Это вопрос телезрителей, кстати говоря. Точка кипения, как я уже сказал, 4 года существует. В следующем году будет 5 лет. И мы начинали как бы в не очень большом составе. Нас было 3 человека, а сейчас нас уже 6 человек. И постепенно мы растем. Команда наша, она состоит из лидера точки пения, кем является министр инноваций Анатолий Семенов. Также, собственно, я программный директор. И также есть менеджеры, администраторы, которые заведуют, скажем, всем пространством. И в таком дружеском коллективе мы стараемся, как бы ставим задачу такую, чтобы всем, кто приходит в точку пения, было комфортно. Там многие, наверное, уже слышали, я сам так с людьми общаюсь, и благодаря телевидению люди действительно в разных районах, населенных пунктах республики знают про точки пения. И вообще эта площадка, она же
бесплатное для общества. И люди, которые хотят что-то провести там, они приходят, либо с нами связываются через соцсети, либо телефон, либо мессенджер какой-нибудь, спрашивают, можно ли в такой-то день, в такое время для такого-то количества людей провести мероприятие. Вот. И мы смотрим график и говорим, да, можно или нет, либо предлагаем другое время. И команда, она должна понимать, что она работает для людей, которые хотят что-то улучшить, что-то изменить, что-то предложить, привнести, да, в ту или иную сферу. Люди приходят вообще из разных сфер. Но вы знаете, сейчас мы для себя поставили некую такую задачу работать по повестке. Вот у всех точек кипения есть своя повестка, то есть то, что обсуждают, в том числе человеческий капитал, новая экономика, городская среда, там, развитие территорий. Но там еще есть внутри так называемые треки развития, треки. И первые годы мы поняли, что нужно открыть двери всем, и независимо от повестки, да, чтобы люди проводили мероприятия. А сейчас мы смотрим, на какую тему, какая цель, какие новые знания дают, там, про технологии или нет, про какие-то новые подходы или нет. Если что-то очень обычное, банальное, как бы, что можно и не проводить точки кипения, мы говорим, ну извините, как бы, сейчас у нас такие новые, ну не то что новые, а мы правила соблюдаем более строже, да. Вот. Но команда, да, объясняет, для чего точки кипения, команда, она помогает, подсказывает, и там сформировано свое сообщество точки кипения. Вот, есть люди, которые на регулярной основе пользуются пространствами. Мы уже как бы одна большая команда, можно сказать. Если надо, можем там совместно какое-то мероприятие провести. Вот, поэтому команда, она продвинутая, стремится к развитию, саморазвитию. Вот, и я думаю, мы уже много чего делаем как команда, не только точки кипения занимаемся. За эти годы явно проведено множество мероприятий. И мероприятий, и проектов. С людьми общаешься, люди приходят, говорят свои запросы. Например, вот в 2019 году, в первый год работы, мы часто стали слушать от представителей наших районов республики, какое классное место, какой классный формат, как все современно. Мы хотим с собой взять кусочек точки кипения, помогите нам создать. Ну вот, кстати, про кусочек точки кипения. Расскажите о работе первого пилотного сельского пространства. Раньше назвали Сайды, теперь Сетим. Да. Насколько этот проект оправдывает себя? Вообще, создавать такие новые форматы в сельской местности – это сложно. Особенно в период пандемии. Да? То есть люди не сразу понимают, насторожены. Вот, и не сразу активизируются. Люди же с определенным укладом жили и живут. И еще мы здесь стали копать, понимать, анализировать. И вообще для того, чтобы любое такое новое пространство заработало, и люди по-другому стали там себя вести, в плане поведения ежедневного, нужно закрыть базовые потребности. И вот в сельской местности с этим сложновато, особенно когда село небольшое. Первое пространство мы создали в сентябре 2020 года в селе Тит-Эбе, это Хангаласский район. Для уточнения, это напротив города Покровск, на том берегу реки. И там проживает порядка 800 человек. И очень хорошо начали. В принципе, сейчас работа идет. Там на базе культурного центра создали, то есть мы там совместно с жителями и заинтересованными организациями провели ремонт, выиграли первый грант в фонде президентских грантов. Очень хорошо стартанули, они сами стали выигрывать гранты. Грант фонда Потанина, там грант Илдархана недавно выиграли. Там наше влияние есть. Они, само собой, ожидают от нас, что мы что-то проведем, сделаем, но они сами тоже действуют. Сами двигаются в меру своих возможностей, скажем так. Ну и так как это первая сеть, есть и первое пространство, есть и другие пространства. Вот. Собственно, они уже коммуницируют, взаимодействуют, и мы уже тоже как бы большая команда, которая развивает сельские территории. Вот, в сельских территориях в любом случае будет развитие, и эти точки будут появляться в любом случае с течением времени. Вот наше время подходит к концу, Иван, буквально 30 секунд. Что бы вы пожелали нашим телезрителям, может быть, в наступающем году? Да, год снова, очередной год проходит очень быстро, и как-то вот мы слышим поздравления с Новым годом, и я тоже от себя хочу пожелать
жителям нашей республики быть смелыми в своей жизнедеятельности, да, стараться привнести что-то новое, потому что очень важно в наше время думать о том, как улучшить нашу жизнь, как улучшить тот или иной аспект жизни, там, да, привнести что-то новое. Поэтому я желаю в 2023 году быть новаторами, как бы вот по-новаторски думать, потому что наша деятельность, она точки пения и других пространств, она связана с привнесением нового. Ну и в год труда это не помешает. Но мы благодарим вас, Иван, за интересную, живую беседу. Мы, конечно, желаем реализации всех задумок, идей и продолжения роста. Благодарю, Только вперед. Сергей. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. С вами был Сергей Михедов. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.